прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Безопасность на первом месте. Дополнительно увеличили штаты ДОН. Это тысячи ДОН сотрудников, которых оснащены ДОН по слову техники. Рамзан Кадыров провел встречу с силовым блоком республики. Расскажем о правопорядке в регионе и кадровых назначениях. Лучшая здравница. Под большим впечатлением нахожусь, и действительно мы видим, насколько дружелюбные люди в Чеченской Республике, очень грамотные, профессиональные. В рамках культурно-этнографического тура санаторий Средноводск-Кавказский посетила делегация из Челябинской области. Расскажем о соляной пещере, поделимся сероводородными источниками. Коллаборативное обучение. В принципе, всегда работаю с презентацией, разные квизы, викторины, поэтому, да, это один из методов, который мне очень нравится и очень близок. Учитель английского языка столичной математической школы Нурседа Исаева стала победителем конкурса «Мастера интерактивных технологий». Родители должны с раннего детства проводить беседы с детьми, разъясняя основы религии и адатов, отметил Рамзан Кадыров на встрече с силовым блоком регионов в правительстве. Говорили о многом: об обеспечении общественной безопасности, обучении командирами подразделений, личного состава военному делу. Но главная тема – специальная военная операция. Как обстоят дела в этом направлении, расскажет Турпал Тайсумов. Встречу с силовиками и руководителями военных ведомств и армейских подразделений глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров начал с темы того, какова обстановка с безопасностью в регионе в преддверии майских праздников. Об этом рассказал начальник управления ФСБ России по субъекту Игорь Кочнев. Политик отметил, что никаких бандитских выпадов не должно быть, и поэтому работу военных структур нужно усиливать. Здесь же руководитель субъекта объявил о назначении на должность советник-помощник главы региона по силовому блоку Хамзата Кадырова. В целом, задачи, которые поставлены Верховным Главнокомандующим, директором Федеральной службы безопасности, службы выполняются, взаимодействие организовано, поэтому я думаю, что при помощи всех силовых структур мероприятие проведем благополучно. Спасибо, это самое главное, надо усилить взаимодействие, усилить, чтобы еще более быть доступным. Я сегодня принял решение, когда Хамзата назначить на должность советника-помощника по силовому блоку. Я везде и всюду пробовал его, но в конце остановился, что в моем случае получится в этой сфере, по-моему, у нас в генах другие варианты для нас не подходят, поэтому для этого больно. С начала ведения специальной военной операции, по словам Рамзана Кадырова, для помощи военным закуплено несколько сотен единиц современной техники и множество видов вооружения. Кроме того, ведется активное обучение новичков. Самый главный вопрос сегодня стоит, не наша республика, а место, где проводит специальная военная операция. Мы видим, как складывается ситуация, мы видим, какие меры предпринимаются Верховным Главнокомандующим и всеми задействованными подразделениями. И мы не отстаем ни от кого, и участие активно принимаем. Даже элементарный задаться вопрос, мы сначала этой кампании закупили 700 тонн автомашин. Из них бронированные, не бронированные, Наши спецподразделения оснащены самым новым технологией, и обучаются не только те, кто задействованы, и другие, даже вплоть до уровня военных. Это очень нужно нам. Мы первых, вторых, третьих командировках все больше понимаем, поэтому те, кто отдыхает, у них отдых должен быть именно обучением. И сегодня квадрокоптеры, камикадзе, разные война раньше на ракетах, снарядах,
вели, да, сейчас на квадрокоптерах самое опасное, да, получается, да, ни пушки, ни танки, да, нужно было придумать, да, это четырехугольник, да, и он больше пользу приносит, чем да, все остальные. В этом тоже у нас очень серьезно да, обучается да, направлении все подразделения, да, вплоть до того, что на месте да, проведения СВО, там на месте обучаются не только у нас дома. Да. И я благодарен тем, кто да, занимается этими вопросами. Штаб наш, кто ходит в штаб, да, они да, некоторые гражданские, некоторые военные, некоторые полицейские, да, все да, вместе да, решают вопросы. Да. У нас да, очень много достаточных сил, средств. Да. Сейчас больше да, укрепляем Национальную гвардию. Да. И я думаю, что то внимание, которое уделяет нам Виктор Васильевич Золотов, директор Национальной гвардии, это заслуживает уважения, да, если так все остальные тоже занимались бы, то еще было бы хорошо. Да. У нас дополнительно, после того, как объявили свободу, дополнительно увеличили штаты, да, это тысячи да, сотрудников, которых оснащены да, по слову техники, да, лучше, там, можно сказать, да, оружие для ведения да, городских условий. А если военные да, дойдут до городов, то дальше да, что делать, да, как делать, да, мы хорошо понимаем, да, и у нас очень хорошая практика в этом. Говоря о родительском воспитании детей и подростков, Рамзан Кадыров подчеркивает, что отцы и матери должны всегда находить время для профилактической беседы с членами своих семей. Он привел себя в качестве наглядного примера введения контроля за детьми. Кто дома должен заниматься да, коррупцией, да, наркоманией, все направления. Это наши границы должны быть да, закрыты для тех, кто нарушает закон, для тех, кто не согласен с теми решениями, да, которые мы сегодня да, принимаем. Мы готовы к диалогу, мы готовы принимать любые решения, да, только да, одно, да, мы не готовы да, беспредельным да, действием. Да. И каждый родитель должен знать, что он отвечает за своего ребенка. Да. Нохчал кодекс, да, никто не отменял. Да. Сын за отца отвечает. Да. Поэтому все должны понимать, родители, да, в первую очередь, чем они занимаются. Да. И все да, должны да, найти для того, чтобы хотя бы сесть за стол 5, 10, 15 минут, которые планировку провести с ними, да, и даже элементарно человек, когда он меняется, да, он сразу видно бывает, да, он, его начинают, да, все равно эти шайтаны начинают свое там требовать, свое внедрять, там даже в семье, да, в первую очередь. Да. Поэтому, если говорит родители, да, что не знают, чем он занимался, то он неправ. Да. Я этому никогда не верил и не верю. Да. Поэтому и они должны понимать, если что-то произойдет да, у нас на территории, да, то отец, брат, да, они должны будут нести да, со всей строгости да, по нашим обычаям, традициям да, и по всем законам, да, которые существуют у нас в мировом сообществе. Да. Мы никогда не боялись, да, что мы пойдем санкции, мы никогда не боялись, что правозащитники что-то изменят, да, потому что они все продажные. Да. И что продажные, когда мы кричали, да, мало кто нас слышал, но сейчас все они, получается, да, иноагенты, да, и быстро находят вопрос да, по их выявлению или по их принятым решениям. Поэтому я думаю, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Госдума и все остальные да, примут да, еще дополнительных мер, чтобы регионам легче было да,
работать с теми или иными вопросами. Жители региона активно посещают мечети и молятся за чеченских военнослужащих, ведь те рискуют жизнями во благо будущего всего нашего государства, рассказывает руководитель субъекта. Серьезным шагом для установления мира и согласия на территории субъекта стала политика первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В свое время он спросил народ, с кем они хотят быть. Люди сделали выбор в ходе референдума 2003 года, напомнил глава. По его словам, президент России Владимир Путин оказал огромное содействие в становлении, неоднократно посещая разрушенные места. Я желаю, чтобы с командировки возвращались здоровыми и целыми, невредимыми. Мы каждый день молимся за вас, читают тысячи людей днем и ночью Кораны, читают салаваты, молятся за вас. Лично, я до утренней молитвы прошу Всевышнего, отдавая мир, 100 Коран, 10 миллионов салават, 100 молит, разные суры, аяты, и прошу Всевышнего, чтобы оберегли, чтобы Россия одержала в кратчайшее время победу над этим сатанистом, шайтаном. И те государства, которые сегодня разрешают у себя в государствах сжигать Кораны и стараются дотронуться до нашего пророка, всего, у них ничего не осталось человечного, поэтому мы на священном джихаде, и каждая религия, кто придерживается какому-то или другому религии, он на священной войне, и сегодня я счастлив, что я живу в Российской Федерации, что мой народ во главе с нашим первым президентом приняли правильное решение на референдуме, проголосовали за то, чтобы жить в составе Российской Федерации. Первый сделанный был серьезный шаг, по этому шагу мы идем. И ту основу, которую заложил наш первый президент Ахмат Хаджи Кадыров, сегодня мы видим, что все решения его были правильные. И поэтому сегодня, кто не хочет воевать, или кто против, пусть он скажет, по каким соображениям. И после того, он как будет жить, как он будет смотреть в глаза своим детям, женам, матерям. Да, конечно, каждая мать любит своего ребенка. Для матери, отца, мы всегда дети, как говорится. Лучше бы они сегодня, как во времена пророка, они наставляли их на правильный путь, а не дети старались поставить на правильный путь родителей, а родители занимались этим, то тогда не было бы у нас вот таких явлений, как в Дармесе, на Теречном районе. И поэтому мы на священном джихаде, на большом джихаде, а те подразделения, которые участвовали, они должны еще усилить свои навыки. И нам дальше надо идти вперед, другого нет у нас. Как я раньше говорил, президент Владимир Ильич уделил нам всю свое внимание, он не раз прилетал в самых сложных событиях в республику, и даже после гибели Ахмата Хаджи президент принимал те решения, которые только он может принимать. Он доверил, зная, что я далеко от финансовой части, социальных вопросов, других направлений, он дал возможность нам, команде Ахмат Хаджи, дальше продолжить путь. Он верил нам, он доверял, он помогал этим. И сегодня мы по его призыву, если мы не готовы отдать свою жизнь, то нам гроши надо. Призываю не только вас, это вас 100%, вы готовы, ни в чем не сомневаюсь. Командиры должны активно работать с подчиненными, обучая их всем канонам военного дела, чтобы каждый мог вернуться домой после выполнения поставленных задач. Так скажем, вся направления, мы должны сейчас еще раз, как 2000, 2001, 2004, 2007 годах укрепляли силовой блок по разным направлениям, по направлению правительства, администрации, секретариата. Мы должны усилить борьбу, и в последующем сотрудники должны давать отдачу, чтобы не были на войне
потерь, чтобы живыми да здоровыми возвращались. От командира зависит все. От командира, если кто не согласен, пусть он скажет мне, я докажу 1000 доводов приведу и буду читать лекции, и что от командира зависит. Командир должен обучать, командир должен вести свой отряд. И вы знаете первую командировку, я с вами со всеми был на связи, и каждую ночь, днем, до тех пор, пока не начались у меня галлюцинации, мы всегда со всеми были на связи. А вторая командировка, уже третья командировка, уже сами знают, уже мне говорят, меня исправляют, и я должен только помогать. У нас все есть. Ничего нам не нужно. У нас есть деньги, у нас есть место для закупки. У нас есть все условия для того, чтобы вести борьбу против этих шайтанов. Нам некого ничего просить. Мы все сами можем. Хвала Всевышнему за это. Поэтому любой вопрос быстро решаем. Единственное, который невозможно решить, это который не доходит руки. Такие вопросы, если не достучались, да, иншаллах, не будут. Глава республики пожелал всем удачи, отметив, что против нечисти должна вестись одна общая работа, особенно когда в субъекте есть вся военная инфраструктура и условия для обучения солдат и добровольцев. Я всем еще раз желаю, чтобы мы были на самом высшем уровне, чтобы вы не подводили того человека, который нам доверил судьбу чеченского народа. Народ сам дал свою судьбу, и без президента России этого не случилось. Мы не могли бы даже спрашивать народа, чего они хотят, как они хотят. Даже после гибели Ахмад Хаджи и 1000 сотрудников, которые отдавали свои жизни. И большинство из вас свидетели этому. Поэтому еще раз, дамула, дел Бабилан, дамула, газвати, алисердуэй, сига уишталам, юбо, сааб, ишталам, хилдиштац, виштик, его форум, еги, летний, важа, Uismelden Haustiezdestan, уже 96-104 полк, я вышел уровень дохода, когда я шли мончу, еще новая техника, оружие, мне докладывают, что уже решаются ваши вопросы, а то, что я увидел, у вас это не соответствует, там не должен быть офицер, любой военный даже, привести соответствие, в этом мы поможем, и руководство Росгвардии, они как узнали, и нашему СКФО, и руководство Золотов, Виктор Васильевич дал все поручения, чтобы в кратчайшее время исправить. А мы, не дожидаясь этого, начали выделять средства из фонда, начали уже помогать, с техникой полностью, менять, все необходимое, чтобы командированные приехали, в хороших, чистых местах, они дальше, начали, недели, 2 недели отдых, а дальше надо обучение, это был, да, обед был, да, мусор, да, юар, да, Ахмад Аштайма, да, юар, да, это был массерий. Хамзат Кадыров выразил главе региона слова благодарности за каждую помощь, которую он лично оказывает бойцам на Донбассе и сотрудникам правоохранительных органов региона. Он отметил, что любое поручение политика будет выполнено в обязательном порядке. Хамзат Ахматович, хотелось бы безмерно поблагодарить вас за оказанное доверие. Действительно, каждый человек, который тут находится, это воспитанник. Лично вами с ними работать бок о бок, это очень будет даваться легко. Действительно, есть куда стремиться. Каждый представитель команды нашего первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова Далгазат Обалдойлцин должен быть готов выполнять задачи в любом доверенном ему направлении. Хочу заверить вас, что работа по взаимодействию со всеми силовыми структурами республики будет поднята на новый уровень. Все актуальные вопросы и в этой сфере будет оперативно решаться.
будем работать. Генерал-полковник заверил, что личные составы еще будут пополняться, чтобы армейским подразделениям МВД и Росгвардии было проще отдавать долг родине и защищать ее территории от укрнацистов. Самих подразделений в субъекте предостаточно, но расширение сыграет положительную роль. Турпа, Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов и Анзор Тураев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Регион посетила делегация Министерства внутренних дел Республики Беларусь во главе с командиром ОМОНа Дмитрием Балабой. Гости прибыли с целью налаживания взаимодействия и обмена опытом. Они посетили Российский университет спецназа в Гудермесе, который с первых дней начала СВО подготовил уже тысячи профессиональных бойцов. На месте их ознакомились с основными направлениями деятельности учреждения. Также они смогли потренироваться в Центре воздушной подготовки «Гудскай». Курорт Средноводск-Кавказский – это изобилие солнечного света, восхитительная панорама Кавказского хребта, благодатный климат, современная медицина и высокий уровень сервиса. Все, что нужно для полноценного лечения. В рамках культурно-этнографического тура санатории посетила делегация из Челябинской области. Соляная пещера, термальные источники, дополняет все это национальная кухня. Какая она? Чеченская здравница, расскажет Амина Тупилагова. Он был включен в каталог лучших здравниц России, один из старейших санаториев в стране, имеющих общесоюзное значение. Средноводск-Кавказский на сегодняшний день является местом отдыха и оздоровления не только жителей региона. В рамках культурно-этнографического тура его посетила делегация из Челябинской области. К нам приехала делегация из Челябинской области. Это с правительства, муниципальные служащие, это общественники, это профсоюзы. В большом количестве, 20 человек. Им очень интересен и привлекателен наш регион. Конечно, в этом заслуга Рамзана Ахматовича. У нас есть взаимопонимание, у нас есть это сегодня такой дружеский первый ознакомительный приезд. Знакомство с курортом у делегатов началось с термальных источников. Свою популярность они получили еще в начале 19 века. Гостям было предложено попробовать воду из основного серного, температура которого равна 70 градусам. Надо совсем чуть-чуть, там на литр воды 10, максимум 40 миллиграммов позволительно, больше нельзя. Основная цель визита, как делятся члены делегации, заключается в знакомстве с республикой в ее различных проявлениях. Когда мы узнаем друг друга, пропадает недоверие, пропадает предвзятое отношение, да, и настраиваются какие-то экономические, политические, культурные связи, что мы и видим на самом деле. Гостям показали соляную пещеру, которая является излюбленным местом у иногородних отдыхающих. Именно из-за нее чаще всего они возвращаются в санаторий. Также можно было посмотреть номера. Всего их 144 категории: стандарт, полулюкс, люкс и комфорт. Поблагодарить Рамзана Кадырова, во-первых, за ту красоту, за то процветание республики, которое мы видим. Ну и, конечно, очень хочется надеяться на сотрудничество, причем плодотворное сотрудничество. Ну а хорошим завершением экскурсии по зданию стало знакомство с чеченской кухней. Под большим впечатлением нахожусь, и действительно мы видим, насколько дружелюбные люди в Чеченской Республике, очень грамотные, профессиональные, умелые, потому что мы видим, какие национальные блюда сегодня были представлены нашему вниманию. Они вкуснейшие. И действительно, это дело рук людей и тех людей, которые любят друг друга, любят мир и любят, конечно же, свою республику. Несмотря на праздничный период, в санатории отдыхает 50 человек, 41 из них иногородние, в их числе супруги Александр Латунов и Наталья Козлова из Астрахани, а также Алла Кикать из Питера. Всех их объединяет то, что они здесь не в первый раз. В санатории непосредственно мы второй год. Понравилось обслуживание непосредственно, но в частности здесь очень неплохие процедуры для опорно-двигательного аппарата, соляная камера здесь очень такая эффектная, массажные кабинеты. В принципе, нас все устраивает, поэтому мы приехали повторно. Мне очень понравились массажные процедуры, и мне очень понравилось наличие бассейна. То есть для меня это было таким первостепенным фактором, по причине которого я сюда вернулась. Мы здесь были 7 лет назад, и нам очень понравилось.
Ваш санаторий вообще прекрасен. Место, в котором находится, тоже очень прекрасно. Возрождение курорта после печально известных событий началось и в 2008 году. Совершенствуется и преображается он по сегодняшний день. Под руководством заместителя руководителя секретариата главы региона и куратора здравоохранения Хутмат Кадыровой санаторий в оказании оздоровительных услуг вышел на новый уровень. Благодаря всесторонней поддержке куратора системы здравоохранения, заместителя руководителя секретариата главы Чеченской Республики, уважаемой Хутмат Рамзановны, достигнуты огромные успехи в этом направлении. О качестве оказания санаторно-курортного лечения и реабилитации в Чеченской Республике говорят в большинстве регионов страны с положительной стороны. На данный момент в санатории идут ремонтные работы, грядут глобальные улучшения. Наряду со всеми оздоровительными процедурами здесь также появится возможность коррекции веса. Прекрасный вид, комфорт и уникальное лечение – все то, что привлекает гостей курорта Серноводск-Кавказский. А в основе их желания вернуться сюда снова лежит неподражаемое чеченское гостеприимство. Амина Топилагова, Резван Насипов. Вести, Чеченская Республика. В Министерстве образования и науки состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню чеченского языка. В рамках торжественной программы подвели предварительный итог квартала. Обсудили пути развития и популяризации родной речи. Участники встречи выразили теплые пожелания в адрес многочисленных сотрудников. По завершению наградили призеров конкурсов в номинациях «Лучший кабинет», «Лучшее сочинение» и «Лучший учитель». Учитель английского языка столичной математической школы Нурседа Исаева стала победителем конкурса «Мастера интерактивных технологий» для педагогических работников СКФО. В нем принимали участие педагоги из 7 регионов. Состязание проходило в 2 этапа. Медина Мударова с подробностями. В ее победе не сомневался никто. Она достойно представила математическую школу имени Хамзата Ибрагимова во всероссийском конкурсе «Мастера интерактивных технологий-2023», тем самым показав уровень своего мастерства как педагога. Выиграть в конкурсе «Мастера интерактивных технологий-2023» Нурседа Исаева и не ожидала, хоть и приложила для этого все усилия. В нем участвовали педагогические работники со всего Северокавказского федерального округа. Цель была одна – выявить и поддержать педагогов, реализующих собственные программы в образовательном процессе. Конкурс проходил с 31 марта по 2 апреля. Команда Грозного представила анализатор для запоминания английских слов. Я к конкурсу готовилась, мне помогали мои коллеги, мы вместе разрабатывали все, они тоже советовали. Можно сказать, даже ночью, за день до этого конкурса мы все равно какие-то моменты дорабатывали этого конкурсного нашего урока. Мне самой понравился мой урок, как я его проводила, как взаимодействовала. В английский язык Нурседа влюбилась еще в старших классах, тогда же и решила пойти учиться на факультет иностранных языков. За 5 лет девушка всей душой полюбила свою работу, а теперь это увлечение она прививает и ученикам. На уроках я использую интерактивные методы обучения, различные игры, но и в принципе всегда работаю с презентацией, разные квизы, викторины, поэтому да, это один из методов, который мне очень нравится и очень близок. За результат переживала не только Седа. Коллеги поддерживали ее на расстоянии, что и дало девушке дополнительный стимул и силы. Ведь можно горы свернуть, зная, что в тебя верят близкие люди. Когда она была на конкурсе, естественно, мы за нее болели, ждали, когда она вернется, узнали, что она выиграла, действительно, на самом деле никто и не сомневался, но победе мы все равно все были рады. Для школы каждая победа важна, но победы в всероссийских конкурсах, они имеют тоже большую ценность. Уроки английского всегда занимательные. Этот неподдельный интерес у учеников видно по глазам. We're going to speak about fears and phobias, and that's why you need to say what's your fears. Is snakes. And they make you feel like what? There's different emotions. Feel like scream.
Ребята отзываются о ней как о замечательном педагоге, который может иногда быть строгим, но главное, всегда остается прекрасным человеком, который может дать совет в любой ситуации. На уроке английского языка университета Эрбиевна мне нравится наша атмосфера, дружная, то, как мы веселимся и учим английский язык вместе с ней. Мы университет Эрбиевну очень любим и считаем, что она лучший учитель математической школы, потому что она такой светлый, позитивный человек, который всегда нас поддерживает в трудную минуту, и мы, в свою очередь, тоже отвечали ей тем же и поддерживали. Нурседа Исаева участвовала во многих всероссийских конкурсах, таких как «Флагман образования» и «Лидер в образовании». Учитель – это человек, который не имеет права останавливаться на достигнутом. Он обязан непрерывно расширять горизонты своих знаний, что девушка и делает. В ее планах покорить еще множество конкурсов. Медина Мударова, Магомед Басаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Студентка Чеченского государственного университета имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Мильхан Джабраилова стала победителем во всероссийском эколого-земельном конкурсе «Земля. Наш дом. Береги ее». Конкурс проходил в Северокавказском институте. В номинации «Экологические проблемы родного края» она представила свою работу в форме презентации. Мадина Кураева с подробностями. Мильхан Джабраилова – студентка 4-го курса факультета географии и геоэкологии Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. О конкурсе девушка узнала благодаря руководству вуза и сразу же решила принять участие. Свой проект она подготовила за неделю. Конкурс проходил в заочном формате. Всероссийский эколого-земельный конкурс «Земля. Наш дом. Береги ее». Он проходил на базе Северокавказского института филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Я выбрала формат презентации, оформила работу. Тема моей работы была биологическое разнообразие Чеченской Республики и методы ее сохранения. Мне близка эта тема, и вот флора и фауна нашей республики, она достаточно разнообразна. Захотелось отобразить именно это направление. Мильхан стала победителем в номинации «Экологические проблемы родного края». Презентационную работу она готовила совместно со своим куратором. Студентка проанализировала и собрала уже имеющийся материал о биологическом разнообразии Чеченской Республики. Сохранение биологического разнообразия – это глобальная экологическая проблема. И вот подготовили презентацию, отправили. На победу, конечно, рассчитывали, но первое место это было для нас очень приятной неожиданностью. Проект готовили в основном, конечно, это заслуга Мильхан, она практически все сделала сама, я где-то немножечко помогла советом, но немножечко где-то откорректировала. Это не первая победа студентки. Мильхан Джабраилова принимает активное участие в различных конкурсах, олимпиадах, научных конференциях и форумах с 1-го курса. Мильхан – это наша звездочка, она действительно с 1-го курса очень увлекалась проблемами экологии, проблемами научных исследований сохранения окружающей среды. И, конечно, пробовала свои силы в различных конкурсах. Мы ей очень гордимся, и мы уверены просто, что у нее будет большое будущее. Девушка является активисткой и старостой группы. Для своих однокурсников и студентов факультета настоящий пример для подражания. Готова в любое время прийти на помощь и дать совет. Мильхан до этого времени являлась нашим председателем СНК. И с любыми возникшими вопросами мы, конечно же, обращались к ней, и она с радостью нам помогала, объясняла все. Далее в планах у Мильхан Джабраиловой продолжить обучение в магистратуре по этому же направлению, чтобы стать высококвалифицированным специалистом в данной области. Ее главная цель – приносить пользу своему народу и республике. Мадина Кураева, Моусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.